благодатную, и ныне посреди моей ночи мысли не отверзи мои уста, получайте святым всем Твоим разумение заповеди Твоя, и творите волю Твоя, ходите на сердечным, воспевайте со святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа. Святителю Стефане, моли Бога. Святителю Стефане, моли Бога. Святительницы, исповедницы России, молите Бога. Святительницы, исповедницы России, молите Бога. Троице Стефано-Ульяновский мужской монастырь основан еще в XIV веке святителем Стефаном Пермским. В таком виде, в котором мы видим его в настоящее время, его обустроили и выстроили в каменном исполнении монахи Соловецкого монастыря, которые были сюда благословлены на строительство этого монастыря и посланы с Соловецких островов Соловецкого монастыря в 1866 году. На этом месте был небольшой деревянный храм, тогда это называлось Спасская пустынь, и тогда же они сумели, архимандрит Матфей вместе со своими братьями, приехавшими, сумели собрать братьев, организовать строительство. И в такой, можно сказать, достаточно короткий промежуток времени выстроили целый монастырский комплекс. На данный момент времени в монастыре одной из самых главных святыней являются именно мощи наших старцев ульяновских, которые были обретены в начале 90-х годов прошлого столетия и почивают сейчас в этих ковчегах. Они были обретены в притворе Троицкого собора, который стоял рядом с колокольней. Над их мощами находились чугунные плиты. Эти плиты сейчас находятся в храме Успения Божией Матери, тоже на территории монастыря. На одной из плит, которая находилась над мощами архимандрита Матфея, написано, что архимандрит Матфей происходил из купцов города Вятки. В монашество поступил в 1838 году, и указом Священного Синода уже в 1866 году был назначен настоятелем Троицы Стефано-Ульяновского мужского монастыря и приехал сюда, на это место, и вместе с братьями устроял жизнь обители. Жили они по уставу Соловецкого монастыря, и у них было построено свой кирпичный завод, кузница у них была, и строительство шло такими быстрыми темпами. Одновременно они строили несколько объектов. В то же время и шла монашеская жизнь.
период времени только монашествующих было порядка около 100 человек. Также можно сказать, что было много и трудящихся, то есть те, кто помогали в строительстве обители. На данный момент времени в обители действует 6 храмов. Это 2 надвратных храма, храм Архангела Михаила с южной стороны, храм Архангела Гавриила с северной стороны обители. Значит, храм Успения Божией Матери, кладбищенский храм, Троицкий храм, который был построен, деревянный Троицкий храм, который был построен возле разрушенного Троицкого собора, и 2 храма, которые находятся в здании колокольни, где мы сейчас с вами находимся. Это храм преподобных Зосимы Савватия Германа, Соловецких чудотворцев, и храм святителя Николая Чудотворца. Храм Зосимы Савватия Германа зимний, мы здесь проводим богослужения практически в течение всего года. А остальные храмы, можно сказать, что они летние, а в них мы служим в летнее время года. У нас в обители есть святыни, которые были переданы в свое время, это в 1996 году, с Национального музея Республики Коми города Стыкара, такие как деревянная скульптура Иисуса Христа в терновом венце, жезл архимандрита Матфея, ковчег, в котором хранились, деревянный ковчег, в котором хранились мощи святой мученицы Иулиании, и перламутровый крест, который был подарен митрополитом Филаретом Дроздовым еще в 1867 году сборщикам иеромонаху Паисию и эконом-диакону Феофилакту, которые занимались сборами пожертвований на монастырь в период строительства монастыря. И вот до середины XIX века кирпичных строений на этих местах не было. Кирпичные строения появляются только во второй половине XIX века благодаря архимандриту Матфею. Как были обнаружены мощи архимандрита Матфея с другими братьями? Значит, на территории Троицкого собора велись раскопки еще в начале 90-х годов прошлого столетия. И под чугунными плитами были обнаружены их мощи и помещены вот в эти ковчеги. Ежедневно мы здесь совершаем молебствие с братьями. Они в лике святых еще не прославлены, но мы готовим материалы для того, чтобы их канонизировали. Духа ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Это фотоснимок 90-го года. Нам предоставлен православными скаутами. И здесь мы видим
вид монастыря в 90-е годы. Вот на куполе храма, здания колокольни, вот еще флаг развивается. Вот старинная литография монастыря. Вот тут виден та же самая колокольня. Вот она. Вот здесь справа от колокольни стоял двухэтажный пятикупольный собор. В этом месте он должен был стоять. Тут видно братский корпус. Вот он. Вот храм Архангела Михаила тоже сохранился. Вот. И стены практически все были полностью разобраны на кирпич. Одна только историческая часть стены, 1/8, можно так сказать, вот она сохранившаяся часть. Здесь видно. И остальные здания тоже все уже восстановлены. Храм Успения Божьей Матери тоже был обнесен кирпичной стеной. Этого тоже ничего нет. Здесь на данный момент времени ведутся расписные работы уже третий год. Расписывают его наши прихожане во главе с Рабой Божией Ангелиной, которая является художником-иконописцем, и помогают ей наши паломники. Так что этот храм можно назвать еще народным, потому что здесь каждый паломник внес какую-то свою лепту. Кто-то цветочки разрисовал, кто-то крестики, кто-то просто трафарет, через трафарет наводил узоры. На данный момент времени здесь богослужения пока не совершаются. Это вычек-то? Я посмотрел, вспомнил почему-то Троицкое печёнка. Мы сейчас находимся с вами на колокольне на высоте приблизительно 30 метров. Всего высота колокольни 64 метра. И здесь у нас небольшая звонница, нескольких колоколов. Мы совершаем колокольный звон на праздники. А так, до революции здесь висело 17 колоколов на здании колокольни, и один из них весил 1020 пудов, то есть 16 тонн. На данный момент времени колокольня находится еще в стадии восстановления, но храмы в здании колокольни уже действуют. По поводу полезности информации есть такая история, когда один человек пришел к старцу и говорит, спрашивает благословения ходить в театр. И старец благословил его, да, конечно, ходи. Потом через какое-то время другой человек подошел к старцу, беседовал с ним и тоже говорит, а можно мне в театр ходить? Он говорит, нет, ни в коем случае. А третий человек, он об этом узнал, так как был знаком с этими первыми двумя, и пришел к этому старцу и говорит, как же так, ты одного благословляешь, другого нет. И старец ответил, что первый, который ко мне подходил, он еще далек от веры, от истины, и в театре он хоть какие-то крупицы истины почерпнет, ему там будет полезно. А второй, который пришел, да, которого я не благословил, он глубоко воцерковленный человек, пользу там для себя не почерпнет, и поэтому я не посоветовал ему ходить туда. И поэтому, что для одного полезно, то для другого может быть вредно. И наоборот. И когда какие-то вещи говоришь на телевидении или на радио, там уже нужно выбирать, что говорить. И поэтому там, видите, как бы и сужается у тебя круг.
С высоты колокольни открываются прекрасные виды на окружающую природу. А вот на южной стороне протекает река Вычегда. Местные жители рыбку ловят, стерлядь здесь водится. А за рекой там много болот, а местные жители собирают морожку, клюкву. При монастыре имеются 2 лошади и 2 осла. И также имеется загон с козами. Вот сейчас они... Ну, кушай. Ты не один здесь, ты не одна здесь. Иди сюда, после.